Здравствуйте, мои хорошие. Салам. Сегодня мы вам расскажем лакскую сказку. Лаки – один из народов Дагестана. Сказка называется «Гунуна и царица ветров». Жила на свете девушка Гунуна. Умерла у нее мать, и отец женился на злой женщине. Не взлюбила та сиротку. Всю тяжелую работу в доме на нее взвалила. Гунуна и шерсть чесала, и нитки пряла, и сукно ткала, и хлеб в поле жала. Мотала однажды Гунуна во дворе шерстяную пряжу, а ветер дунул и унес моток в поле. Побежала Гунуна шерсть догонять, но куда там? Ветер уносил моток все дальше и дальше. Гналась Гунуна за мотком, пока не стемнело, да так и не поймала. Домой вернуться девушка побоялась и принялась искать свою пряжу. Пошла Гунуна, куда ноги несут, и встретился ей на пути большой ток. Ток – это место, где молотят зерно. На этом току великан молотил чистое золото. «Не нужна моя помощь?» – спросила его Гунуна. Великан обрадовался. «Еще вчера надо было обмолот закончить», – сказал он. «Да вот не управился. Работаю с рассвета, и еду приготовить некогда. Свари мне хинкал». Хинкал у лакцев – это блюдо из мяса, баранины и теста, похожее на крупные пельмени. Сварила Гунуна хинкал на славу. Ел великан и нахваливал. «Что делаешь ты одна в наших краях, без отца, без брата?» – спросил он, когда насытился. «Я сирота. Ветер унес у меня моток шерсти. Вот я и хожу, ищу его. Не найду, и забьет меня мачеха. Из дому выгонит. А ты выходи за меня замуж, и я тебя никому в обиду не дам». Поблагодарила Гунуна за честь и говорит: «Когда настанут дни осени, и женихи будут выбирать невест, бросая в них красные яблоки, приходи ты, там все и решится. А сейчас не надо мою пряжу сыскать. Пойди тогда к царице ветров, попроси, пусть велит ветру вернуть твою пряжу». И великан рассказал ей, как найти царицу ветров. «Иди все прямо, по пути тебе встретится еще один ток. Там ты увидишь моего брата, он тебе укажет дорогу дальше». Подарил великан Гунуне на прощание пригоршню золота. Завязала она золото в платок и отправилась в путь. Шла и встретила женщину с ребенком. По щекам ее текли слезы. «Что с тобой? О чем ты плачешь?» – ласково спросила Гунуна. «Мужа моего убил злой змей, а меня с ребенком выгнал из дому. Еще горше заплакала женщина. Остались мы бедные, без крова, без защитника, и не на что мне даже кусок хлеба купить». Отдала Гунуна женщине золото, дальше пошла. Вскоре она увидела ток. На этом току великан лопатил самоцвет. Поздоровалась девушка, пожелала, чтобы работа спорилась, предложила свою помощь. Обрадовался великан. «Со вчерашнего дня не ел, — говорит, — тороплюсь закончить работу. У меня есть оленина. Приготовь кавурму». Кавурма – это жаркое. Гунуна приготовила котел кавурмы, такой вкусный, что пальцы оближешь. Великан ел да нахваливал. «Ну, куда путь держишь?» – спросил он, насытившись. «Ветер унес у меня моток пряжи. Если не найду, побьет меня мачеха, из дому выгонит. А ты выходи за меня замуж, никому тебя в обиду не дам». «Спасибо, — говорит Гунуна, — как настанут дни осени, приходи бросать красные яблоки, тогда и решим. А мне надо свою пряжу найти». Подарил ей великан горсть самоцветов и проводил в дорогу.
Шла Гунуна, и встретилась ей дряхлая старушонка с костылем. «Далеко ли до замка царицы ветров, матушка?» — спросила Гунуна. «Близко, милая», — ответила старушка, «только она по горам, по ущельям летает, а замок ее караулят остророгие туры и зубастые тигры. Ты положи семя перед турами, а мясо перед тиграми. Они пропустят тебя в замок». «Спасибо», — поблагодарила Гунуна от души и насыпала старушке самоцветов в ладонь. Пришла Гунуна в замок царицы ветров. У дверей лежали взятые на цепь остророгие туры и зубастые тигры. Дала девушка турам сено, тиграм мясо, а они пропустили ее в замок. Оглядела Гунуна все вокруг. Грязно, пыльно в замке, паутина во всех углах. Хоть и устала Гунуна с дороги, а засучила рукава, натаскала воды, помыла все, медную посуду перечистила. Краше всего убрала Гунуна спальню царицы. А когда в замке все заблестело, вышла в сад отдохнуть. Видит, лежит под деревом немощная старуха. Просила ее Гунуна: «Кто ты? Почему лежишь на земле? Дай, я уложу тебя в постель». «Я царица ветров», — сказала старуха. 2 недели летала над морями, над горами, из сил выбилась, а теперь вот подняться не могу. Помогла Гунуна царице ветров встать, отвела ее в спальню, согрела в воду, искупала старуху, косы частым гребнем расчесала. Просит царица принести ей четки, а четки эти были волшебны. С их помощью она управляла самыми буйными ураганами. Оказались они очень старыми и поломанными. Сделала Гунуна вместо них четки из тех самоцветов, что ей великан подарил. Очень понравились новые четки царицы. «Вот хорошо», — сказала она, — «теперь мои буйные ветры не будут деревья с корнями выворачивать, корабли топить и дома разрушать». Осмелилась тут Гунуна свое слово вставить. «А у меня ветер-озорник моток пряжи унес. Вели, царица, ветру мою пряжу вернуть». Перебрала царица ветров четки, нашла нужную бусину, явился к ней ветер-озорник. «Верни девушке пряжу», — строго приказала царица. И ветер вернул Гунуне ее моток. Поблагодарила Гунуна царицу и стала в дорогу собираться. А царица ветров подарила ей 3 кувшинчика с мазями красоты: черной, белой и красной. Черной мазью Гунуна помазала брови и стала чернобровой красавицей. Белой натерла лицо и стала белолицей красавицей. Красной тронула щеки и стала румяной, как яблочко. Всех на свете красивее красавицы. За добрые дела всегда следует награда. До новых сказок, мои хорошие.